Объединить усилия и средства, чтобы развиваться. Таков должен быть принцип работы аграриев региона. Об этом говорили участники Республиканской конференции фермерских хозяйств республики. Сегодня она прошла в формате видеоконференции. Так фермеры отмечают, в условиях пандемии и нестабильности экономики серьезным подспорьем для хозяйств становится объединение в сельхозкооперативы. Кто выигрывает от такого сотрудничества, выяснил Павел Королев. «Один в поле не воин». Значение этого крылатого выражения аграрии нашего региона знают хорошо. Ведь не секрет, что сельское хозяйство на севере всегда было делом рискованным. А значит, есть только один выход – объединиться. Так, фермеры Усть-Куломского района еще 9 лет назад организовали кооператив и не прогадали. За время своего существования он существенно обновил матбазу, а продукция теперь заслуженно пользуется большим спросом у местного населения. Особенно деревенские котлеты и пельмени. И здесь, как никогда кстати, была грантовая помощь регионального Минсельхоза, ведь на первых порах было ох как непросто. При ведении деятельности кооператива было, конечно, первое время очень много трудностей. Это отсутствие средств на первоначальном этапе, отсутствие оборотных средств, не было взаимопонимания с членами кооператива, то есть население они мясо осенью сдали, а весной мяса нету. Из таких же позитивных примеров кооператив «Сила жизни», который занимается переработкой и продажей дикоросов, например, иван-чая. Возрождать традиции старины взялся общественник-предприниматель Алексей Габов. В поселке Аджиром Карткиросского района он открыл первый цех по изготовлению целебного чая. А недавно подобное предприятие заработало и в Усть-Куломском районе. В планах пакетирование иван-чая и выход на зарубежный рынок. Недавно к нам присоединился Усть-Куломский район. Так в село Уснем завезли оборудование, обучили людей технологии производства. И в этом году цех выдал нам уже тонну иван-чая. По моему мнению, будущее за небольшими цехами. Необходимо организовать переработку в каждом селе. Ведь иван-чай нужно успеть привезти до того момента, как листья потеряют товарный вид. Из-за особенностей географического расположения сельских поселений и изолированности их от центра, одна из главных проблем отрасли – поиск рынков сбыта. Поэтому региональный Минсельхоз делает ставку на развитие малых форм хозяйствования. На эти цели в текущем году было предусмотрено более 75 миллионов рублей. Именно особенности наши, где трудно выйти на сети, и это достаточно затратно, и себестоимость производства продукции у нас высокая, и выходить на федеральные сети не так просто. Вот именно как раз сельхозкооперация, когда объединяются несколько сельхозтоваропроизводителей, помогает более эффективно продвигать продукцию совместно. Поэтому, безусловно, это одно из перспективных направлений, мы будем поддерживать и развивать. Конечно, очень важно привлекать в отрасль и свежую кровь. Так в регионе хорошо себя зарекомендовала программа «Агростартап». Для поддержки начинающих фермеров было выделено 25 миллионов рублей. В ближайшее время новые фермерские хозяйства заработают в Карткиросском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Прилузском и Усть-Цилимском районах. Павел Королев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.